Основательница и директор школы Вероника Коробкина расскажет нам о том, как ей удалось реализовать свою амбициозную цель создания подобной школы, насколько нетрадиционные подходы эффективны в обучении современных детей и как с помощью Европейского банка реконструкции и развития удалось внедрить самые передовые инструменты и технологии в работу педагогов. Вероника, рада видеть вас. Все взаимно, Даша. Добрый день, добро пожаловать в нашу школу счастья «Империя знаний». Счастья на самом деле здесь много, уют и тепло ощущается, но, Вероника, с чего все началось? Более 20 лет вы были школьным учителем, делились своими знаниями и опытом с ребятами, и тут в какой-то момент пришла идея открыть свою школу. Это была какая-то бизнес-идея или это было невероятное непреодолимое желание что-то изменить в процессе обучения и внедрить что-то новое? Что вас сподвигло? Да, более 20 лет было отдано государственной школе образования, да, в государственной системе. Я пришла вообще в школу, когда мне было 18,5 лет, прошла весь путь от молодого специалиста и до заместителя директора по учебно-воспитательной части, даже была какое-то время исполняющим обязанности директора первой школы. Но, конечно, есть такая, наверное, пословица, да, что каждый солдат хочет расти, но в данном случае, скорее всего, наверное, сподвигло что-то совершить новое, что-то сделать действительно значимое для нашей страны, для нашей республики, и вот чтобы это был прям именно мой вклад. Это, конечно, амбиции. Вот. И плюс вот это вот очень большая, наверное, рутина, нагрузка. И, в общем, в итоге один раз мне муж сказал: ну все, на этом заканчиваем. Хочешь заниматься образованием, пожалуйста, открываем твой частный бизнес и занимайся образованием. И, конечно же, все началось, я думаю, что вы помните, это с небольшого домика, где было всего 4 комнаты, вот, с небольшого центра по дополнительному образованию. Ментальная арифметика себя показала очень круто, очень здорово повлияла на развитие таджикских детей. Вот. Но в какой-то момент нам пришли рекомендации с Министерства образования о том, что, ну, ребят, как-то вы мелко работаете. Может быть, вы все-таки уже начнете более масштабно развивать вот таких вот гениальных детей. Вот. И возникла мысль о создании уже школы. Тем более очень многие родители приходили, просили открыть школу, потому что атмосфера, которая всегда была в империи знаний, это всегда было счастье, это всегда была гармония, и все дети всегда стремились прийти к нам. Я даже помню, что были дети, которые с поломанной рукой или с гипсом на ноге, но все равно приходили на курсы по ментальной арифметике. Вот так вот родилась эта идея. Конечно, эту идею потом мы долго обрабатывали, работали над этим. Соответственно, прорабатывали программу, и какие-то свои желания все-таки мы решили воплотить в своей частной школе. Так родилась школа счастья, как мы говорим про нее, «Империя знаний». На сегодняшний день в школе «Империя знаний» обучается более 300 учеников. Насколько сложно контролировать каждого из них и в целом общеобразовательный процесс? Даш, вы знаете, контролировать вообще, вот когда я работала в государственной школе, нужно было ходить в класс, находиться на уроках, но есть один минус, то что учителя знают, что руководитель начинает себя вести по-другому, не увидишь минусов, а дети, наоборот, закрываются, ну, кто-то стесняется, кто-то не выспался, да, кто-то где-то закрылся, дети могут как-то растеряться и не показать свои плюсы, поэтому у нас по всей школе установлены камеры, то есть в каждом классе, причем это голосовые камеры, соответственно, я контролирую весь учебный процесс через онлайн-посещение, так что двигаемся вперед. Вот. С учетом того, что у нас в школе внедрено очень много интересных программ, то есть это не сумбурно тоже, да, то, что я открыла эту камеру, вот, соответственно, у меня есть свой стратегический план тоже, план директора, как же все-таки контролируем мы предметы. И вот каждую неделю я посещаю по своему плану определенные предметы. Согласитесь, одного желания и педагогического опыта недостаточно для того, чтобы запустить такой грандиозный проект. Нужна, наверное, предпринимательская смелость, стратегические подходы. Не сразу все это возникает в человеке, да, бизнес и педагогика все-таки, да, это разные совершенно составляющие, разные сферы. Вот на первых шагах запуска вашего проекта с какими сложностями вы в первую очередь столкнулись? Это поиск кадров, это, может быть, какие-то бюрократические нюансы или финансовая составляющая?
Конечно, это все было сложно, но опять-таки я, наверное, повторюсь, пусть так везет каждой женщине, которая стоит все-таки за спиной сильного супруга мужчины, который занимался всеми, да, как мы говорим, бюрократическими делами, налаживанием контактов, партнерством, то есть всеми юридическими вот такими вот моментами именно по созданию такого, да, будем говорить, фундамента, основания занимался он, и до сих пор он этим занимается. Вот. Касательно, конечно, бизнеса. Пока была Академия STEM-образования именно по ментальной арифметике, все было намного проще, потому что не было таких больших каких-то процессов, да, будем говорить, экономических. И вот когда мы открыли школу, здесь, конечно, возникли первые трудности. Первые трудности, как вы правильно сказали, что педагог, который переходит в стадию предпринимательства, ну это что-то. И пришел однажды момент, когда я сказала, ну не получается, все-таки и здесь нужно учиться. Нам вообще, учителям, сложно. Учителя — это самая такая категория, я всегда говорю, труднообучаемая. Мы, кажется нам, что мы знаем все, и нам уже учиться не нужно. Но касательно кадров, все-таки здесь был большой плюс, что я проработала в системе образования, у нас было имя многих людей, которые со мной пришли работать. Это команда, которая работала со мной в первой школе, это были коллеги из других школ. В общем, это были специалисты и есть сейчас высокого именно своего профессионального, да, такого, будем говорить, уровня. Но когда я столкнулась с понятиями конкурентный анализ, целевая аудитория, как вообще налаживать, как сформировать свой коллектив, чтобы этот коллектив любил друг друга, уважал, чтобы каждый учитель не просто работал сам на себя в своем классе, а чтобы каждый понимал, что мы делаем одно большое дело. Это действительно было достаточно-таки сложно. И вот здесь получилось так, что от своих подруг я услышала про менторинговую программу, которую проводил и до сих пор, я насколько знаю, проводит Европейский банк развития и реконструкции. Я вошла в эту программу. Эта программа мне во многом открыла глаза, но не до конца. То есть первые бизнес-познания, именно как управлять коллективом. Одно дело работать замдиректором в большой школе, да, на 3500 человек, но как бы там немножко все по-другому. А здесь все-таки ты понимаешь, что нужно, чтобы все шагали вот в одну, да, ногу, чтобы прям все было, как мы сейчас говорим, автоматизировано на уровне нашего подсознания. Поэтому там я научилась очень многому, и в тот момент, когда я поняла, что все-таки этого недостаточно, то есть школа, после вот окончания моей менторинговой программы, школа уже начала подниматься. Я уже начала проводить правильную работу, стратегии со своим персоналом, со своими сотрудниками. Почему? Потому что, да, руководитель — это важно, но все-таки фундамент любой компании — это наши сотрудники. И важно, чтобы они были настроены с нами на одной волне. Но я поняла, что этих познаний мало, и обратилась в ЕБРР именно за поддержкой. И вот здесь вот начался наш первый с ними проект. Это проект по разработке и созданию франшизы. Хочу сказать, что ровно год назад мы создали первую в Таджикистане франшизу, вообще первую. Это франшиза позитивного образования школы счастья «Империя знаний». У меня был очень классный, крутой приглашенный ментор именно международного уровня. Помимо того, что мы создали и прописали очень уникальную франшизу, то есть сейчас многие, вот, когда открывают школу, да, будем говорить, предприниматели, у многих сейчас есть возможность не строить тот велосипед, который уже есть более современный. Вообще франшиза — это классная вещь. Вот. По мере того, как создавалась франшиза, шло укрепление именно уже действующего бизнеса. Помимо этого, я участвовала во всех тренингах, во всех программах, которые проводили ЕБРР. И вот благодаря этому развитию сегодня есть «Империя знаний», вот такая вот, какая она есть. Поэтому всем своим именно знаниям, познаниям по организации бизнеса я всегда говорю всем сотрудникам ЕБРР вот большое-большое спасибо. И всегда всех предпринимателей, девушек,
приглашаю, всегда агитирую пойти туда, потому что, ну, во-первых, это, будем говорить, практически бесплатно, да, все курсы, которые проводятся, это очень хорошая поддержка, а там, где идут проекты, там выплачивается небольшой процент с нашей стороны, это действительно круто. Вероник, на сегодняшний день в Таджикистане функционирует не один десяток частных школ, и очень сложно, наверное, выделяться среди остальных. Как вы думаете, в чем секрет вашего уникального, так скажем, торгового предложения, да? То есть чем вы берете, в чем секрет вот бренда, именно имени своего? Знаете, Даш, вообще в первую очередь всегда нужно любить то, чем ты занимаешься. И, конечно же, понимать то, чем ты занимаешься. Когда только мне супруг сказал, иди, открывай свое дело, у меня было вообще, ну, как у нормальной, да, женщины, девушки. Это же не мужчины, мужчины мыслят прямо, а мы начинаем мыслить масштабно. Я прошла, наверное, все бизнесы. Это были и салоны красоты, то есть в моих мыслях я уже была владелицей этого бизнеса. Потом это был детский сад, потом еще какие-то там, будем, да, говорить, онлайн-магазины, продажи. Но я поняла одно, что я ничего не знаю о том, как вообще происходят там процессы. Поэтому касательно школы, это наш семейный ребенок. Вот именно мой ребенок, моего супруга ребенок. Поэтому школа «Империя знаний», она в первую очередь базируется на развитии семейных и человеческих ценностей. И это важно. И я всегда как педагог говорю, что задача школы не просто выпустить академика. Мы должны выпустить человека с большой буквы. Именно человека с правильными ценностями, семейными ценностями. Сейчас очень редко, хотя у нас в Таджикистане, на Востоке это вот говорится, это приветствуется, да, что родители во главе, то есть это очень важно. Очень важно поддерживать статус учителя. И, наверное, благодаря вот все-таки постоянному нашему саморазвитию мы внедряем в школу к нашему традиционному образованию. Я вообще считаю, что постсоветская система образования, именно академическая, она самая крутая. Она действительно самая крутая. Поэтому изменять никоим образом именно стандартную систему государственную, которая у нас идет от Министерства образования, никоим образом ее совершенно не нужно. Она классная, но мы внедряем свои дополнительные методики. Дополнительные методики, конечно же, в соответствии с вызовами 21 века. Поэтому, когда я была на одной из программ ЕБРР по цифровизации, вот там у меня возникла такая идея, а что если взять и эту цифровизацию перенести на учебный процесс. Мы прорабатывали ее очень долго, и вот пришел такой момент, конечно, я жить спокойно никому не даю. Вот, если раньше я по ночам вскакивала, да, как этот в истории Эврика, вот, то сейчас у меня даже супруг уже говорит Эврика. И вот мы с ним разработали программу по инновациям. Я думаю, что вы с удовольствием на это тоже посмотрите. Если раньше проходили опросы, ну да, будем говорить, устные какие-то опросы, опросы по карточкам, то это все-таки детям иногда приедается. Поэтому мы внедрили работу через электронные носители, через гаджеты. И сейчас, когда... Да, смартфоны, дети, вот уже как месяц мы тестируем, начиная от 3 класса и до 9 класса. Мы тестируем во всех классах по всем предметам, особенно предметы, которые дети не могут, да, наглядно увидеть. Это, например, история, география, но при этом нужна мотивация, чтобы они учились. И здесь, представляете, вы детям говорите, можно принести в школу смартфон с интернетом и им пользоваться. И это действительно здорово. Методика основана на том, что это образование плюс геймификация. Соответственно, вот сейчас все опросы, закрепление всех тем, что-то под тип даже контрольных устных опросов мы проводим через работу на смартфонах. Дети, то есть учитель заранее готовит вопросы по темам, которые он прошел, и дети с удовольствием получают. В зависимости от того, до какого они уровня доходят, они получают свои оценки. Но хочу сказать, что за месяц успеваемость у детей уже выросла. Ну что, Вероник, может быть, небольшая виртуальная экскурсия по вашим классам? Да, вот
3 класс у нас, и сейчас у них, видите, то есть перемена у нас сейчас, дети готовятся к уроку, и, соответственно, вот в этом вот классе у нас будет проходить урок по математике, цифровизированный, да, дети будут проводить, то есть педагог будет проводить опрос через работу на смартфонах и на гаджетах. Я так понимаю, они как раз их взяли в руки. Да, вот как раз они их взяли в руки, чтобы у детей не были смартфоны во время учебного процесса на руках. То есть, когда они приходят, они сдают все своему педагогу-наставнику. У нас, кстати, наставники, а не учителя. Это друг, это человек, близкий тебе по твоему духовному, да, сознанию, поэтому мы в основном говорим педагоги. Мне кажется, здесь может возникнуть логический вопрос от родителей в первую очередь, а вот этот вот игровой момент, он не будет отвлекать от учебы, не будет потом ребенок воспринимать все как игру? Конечно же, когда мы что-то внедряем, мы всегда с родителями проговариваем, что мы делаем, зачем мы делаем. И также мы просим родителей наблюдать и давать нам обратную связь. Мы всегда работаем с родителями только через обратную связь. Бывают какие-то, то есть любая новая методика, это, будем говорить, да, небольшой такой пилотный режим, когда очень важно получать обратную связь от родителей. В этом плане наши родители большие молодцы, потому что они очень активно участвуют именно в жизни не только детей, но и в жизни в общем школы. Они всегда за поддержать. Вот. Но от родителей тоже приходит то, что да, действительно, дети стали... Они же приходят домой, они же не учатся по этим смартфонам. Они приходят домой, они также берут книги, они читают, они учат. А здесь они, получается, только сдают тесты. Наша задача, чтобы у детей было больше познаний, мы к этому пришли. Ну и потом, когда, например, дети знают, что у них будет вот опрос, да, будем говорить, такой модернизированный, цифровизированный, вот, то есть на этот урок им телефоны раздают, а потом у нас детки, они очень послушные, понятливые, потом они их убирают. Мы должны выпускать детей, готовых к жизни 21 века. Это должна быть дисциплина, это должна быть ответственность. И именно эти качества развивает школа. Не только необычные и нетрадиционные инструменты вы используете в своей работе, но также и непривычные предметы у вас в школьной программе. Можете про них тоже рассказать? Да. К общей программе, которая у нас утверждена агентством по развитию системы образования при аппарате президента, то есть каждый год мы утверждаем программу, но в нашей программе утверждена наша любимая ментальная арифметика. Вот мы ее утвердили, представители агентства с нами согласились, потому что это действительно... ментальная арифметика – это отдельная наука, которая действительно развивает детей. У наших детей память в 2-3 раза лучше, чем у ребенка, который не занимается ментальной арифметикой. То есть это, как я всегда говорю, не про большие числа, это не про счет, это действительно про общее развитие работы функций головного мозга. Вот, ментальная арифметика у нас с 1 по 6 класс, то есть это именно тот момент, когда формируются вот прям когнитивные действия, память, да, вот, и потом детям намного проще работать все-таки с цифрами. И как дополнительные секции, как дополнительные кружки у нас внедрены такие предметы, как молекулярная кухня. То есть это клуб, где дети уже готовятся к изучению химии. Когда мы открывали школу, мы проводили анализ, насколько взрослые дети, насколько вообще все взрослые любят химию. Вы любили химию в школе? Сложно было. Да, сложно. Очень и сложно. Вот так отвечают все, да, поэтому очень важно зародить в ребенке вот эту вот любовь к химии, потому что химия, она вокруг нас вот каждый день прям происходит. И как говорят, да, даже любовь — это химия, да, будем говорить. Но не все понимают, где она потом пригодится. Да, вот поэтому здесь все опять-таки зависит от методики. Очень важно объяснять, что каждый предмет дает ребенку. Поэтому у нас тоже проработана эта методика. У нас каждый ребенок знает, что развивает математику. Мы сейчас убираем академические познания. Важно, чтобы ребенок понимал, зачем. Потому что ребенок вот с удовольствием, например, читает в 1-2 классе, потому что у него стоит стимул, он должен научиться читать.
Ребенок с удовольствием изучает математику, потому что ему важно, как мы родители мотивируем, не будешь изучать математику, не сможешь считать деньги. И ребенок ждет этого момента, когда же ему дадут считать деньги, его собственные, чтобы он мог показать свои развития. А вот в 5 классе дети уже говорят, ну зачем мне история нужна, ну я не буду историком, биология зачем нужна, да, или там география, зачем вообще я столько лет изучаю, например, государственный язык или русский язык, я же уже владею, зачем, да. Поэтому мы разработали специальную программу, которая тоже внедрена в каждый предмет, и где учителя постоянно прорабатывают и говорят, то есть дети сами через методику ТРИЗ, это теория решения изобретательских задач, тоже такая, будем так говорить, современный подход к традиционному образованию, где дети сами через поиск в быту находят, что какой предмет вот производит и что какой предмет оказывает на наше влияние. В итоге оказывается, что с химией мы в жизни встречаемся каждый день, с биологией мы встречаемся каждый день, да, и то есть есть вот такие именно качества, навыки, да, как мы говорим, soft skills, это умение концентрация, это творчество, это креативное мышление, еще много-много, это все развивают школьные предметы. И вот здесь вот важно до детей донести, что мы учимся не ради оценки, что мы учимся не ради того, чтобы, да, там нас дома похвалили, да, оценки. Мы действительно учимся ради знаний, ради того, чтобы быть развитыми. И я всегда детям говорю, что сейчас круто и модно быть образованным и воспитанным. Это вот прям, будем говорить, да, слоган нашей школы. Мне кажется, правда, это одна из отличительных черт современной молодежи. Когда нам в свое время задавали там выучить периодическую таблицу химических элементов, мы просто ее учили, не понимая, для чего. Сейчас каждый раз возникает этот вопрос: а как мне это пригодится в жизни? А для чего мне выполнять то или иное задание? Здорово, если вот современные, да, методики помогают в этом плане находить всегда ответы и мотивировать детей. Но помимо вот этих вот методик и техник, я знаю, что вы недавно внедрили в плане цифровизации еще один элемент – это электронные дневники и журналы. Насколько это необходимый инструмент? Помогает он в первую очередь педагогам или родителям? Мы опять обратились к ЕБРР за помощью, чтобы они поддержали наш проект по разработке онлайн-платформы, которая включает в себя на сегодняшний день это онлайн-дневник и частично, будем говорить, да, онлайн-журнал. Но несмотря на то, что платформа уже с сентября запущена 100% в нашей школе, сейчас в любом случае еще идет доработка, адаптация под мобильные приложения, потому что аппетит всегда приходит во время еды, но это мы уже делаем самостоятельно. Это действительно, наверное, в Таджикистане мы единственная школа, и не только в Таджикистане, у кого есть своя вот такая вот платформа онлайн-дневника. Почему? Потому что важно смотреть с 3 именно углов. Это со стороны ученика посмотреть на школу, со стороны родителей и как руководитель, да, или учитель. Я поэтому очень часто до сих пор провожу уроки, даже сама веду школу бизнеса для того, чтобы понимать, как все внутри у детей происходит. Школа бизнеса, простите, перебила, тоже внутри? Да, школа бизнеса это тоже внутри, это программа, дополнительная программа, как кружок с 6 по 9 класс. И вот мы вчера с детьми проходили, что такое целевая аудитория, что такое конкурентный анализ. То есть моя задача, вот, чтобы мои дети уже после 11 класса вышли прям совсем крутыми. И даже дети уже пошли просвещать некоторые своих родителей, да, что нужно вот так, вот так. Поэтому это классно. Вот. Еще какой момент, за что вообще можно сказать электронному дневнику спасибо. Я помню, что я в 9 классе как-то у меня потерялась мотивация. Вообще тогда были сложные годы, когда мы учились. Потерялась мотивация, у меня так 2, и ты начинаешь искать причины. Да? Забыл дневник, потерял он на проверке у классного руководителя. Причем родители очень часто думают, ну классный руководитель, видимо, ничем не занимается, или он так загружен, что он месяцами проверяет этот дневник и не возвращает его домой. Вот, соответственно, плюс такой момент, что вот представьте, да, ребенок, то, что пишут на доске, он это все пишет, и постоянно он выслушивает критику, у тебя там дневник в грязном состоянии, то есть это тоже время, это тоже получается, что мы действуем и на психику ребенка, да, вот, поэтому здесь онлайн-дневник решил все эти проблемы, просто решил.
И есть еще одно большое, что нас подвигло, одна большая, наверное, причина, такой призыв, это послание нашего лидера нации, уважаемого президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, когда он выступал с посланием в систему образования, он всех призвал именно ввести автоматизацию и цифровизацию в образовательный процесс. Поэтому, следуя посланию нашего президента, мы решили вот внедрить такой проект. На сегодняшний день наши родители видят 100%, что получают их дети. Никуда родители, не скрыться теперь. Да, уже никуда не скрыться. У старшей школы, они пришли, кстати, ко мне, у нас был в марте месяце пилотный период, они пришли ко мне и говорят: Вероника Вячеславовна, все хорошо было же, вот все хорошо, ну вот что вы сделали? Получается так, что плюс в нашем дневнике есть комментарии, то есть я думаю, что вы как мама, у вас, вот, наверное, вы, если ваш сын получил 4, вы у него спрашиваете, почему 4? Если 2. Если 2, окей, если 2. Более лояльная система. Вот, да, но это же дети, детей же тоже нужно учить самокритично смотреть, но очень часто дети говорят: учитель сегодня был в плохом настроении, она сегодня не выспалась, да, Да всем так и вообще, поставили. да, всем так поставили, и вообще там кто-то себя плохо вел, а нам всем так поставили, или вообще, да, он меня не любит, он ко мне предвзято относится. Вот дабы не было такого, поэтому у нас есть такая функция, как комментарий. И когда ставится оценка, каждый учитель пишет свой комментарий, почему, например, почему 4, почему не 5, почему 2, почему, что нужно доработать, да. Потом я детей всегда учу тому, что оценка — это не показатель того, какая ты личность. Оценка — это просто оценивание твоих знаний. Мы не задаем себе вопрос, почему мне не поставили 5, мы задаем себе вопрос, за что я получил 2. Или Отвечаем что я в на следующий это, раз да. могу И что мне нужно доработать, да. Наш дневник, он решил очень много проблем. Домашние задания у детей всегда под рукой, родители всегда видят успеваемость, родители могут дать нам обратную связь, если у них какой-то есть вопрос. И плюс у нас есть такой функционал, как электронная библиотека. Мы сейчас сканируем, ну, то есть ребята, наши разработчики, они работают над тем, что сейчас вот эти все электронные книги, чтобы они будут в базе, это для того, чтобы дети не таскали туда-сюда вот эти вот тяжелые портфели. Соответственно, в школе у них будут учебники, бумажные носители, потому что все-таки важно ощущать эту книжку руками. Вот. А дома они уже смогут домашние задания выполнять через электронные носители. Мы, благодаря этому же проекту, мы именно создали свой тоже классный сайт. Плюс сейчас идет разработка того, что на этой же системе будет подключено онлайн и обучение, и образование. То есть это для тех детей, которые либо болеют, либо отсутствуют, ну или это может сделать любой ребенок, даже который не учится в нашей школе. Вот не понял ребенок, например, тему по русскому языку. Вы заходите, смотрите, находите, подключаете, все, вот у вас готовы вам ребята. Вероника, если я не сбилась со счета, вы, по-моему, 3 упомянули помощь Европейского банка реконструкции и развития. Насколько вообще легко или сложно предпринимателю в сфере образования находить подобные площадки, ресурсы и программы, которые могут выступить классной поддержкой? Мы в этом году подписали очень крутой контракт с институтом Сколково. Это разработка искусственного интеллекта. И наши дети сейчас в старших классах, с 5 класса начиная, они обучаются на математической программе искусственного интеллекта. То есть это, если здесь была геймификация, да, именно опрос, закрепление, то здесь прям идет обучение. Детям тоже очень нравится, потому что там есть уровни, есть соревновательные тоже процессы. И плюс это еще твой личный индивидуальный репетитор. То есть когда ты заходишь делать домашнее задание, которое тебе задает педагог, соответственно, если ты сделал ошибку, тебя искусственный интеллект перекидывает на ту тему, где ты сделал ошибку. И пока он не убедится, что ты эту тему освоил, он тебя назад не перекинет. Спасибо большое, Вероника. Как известно, любой учитель продолжается в своем ученике, поэтому в первую очередь желаем успехов вашим учащимся, но от вас ждем каких-то новых, ярких, креативных идей. Эта серия подкастов подготовлена при поддержке программы Европейского банка реконструкции и развития «Консультации для малого бизнеса».